Я перепрошаю, что мы в таким маленьким помешканні, вы цудоўна разумеете, что навряд ці мы могли собраться неким большим. Я пропоную сённяшнюю нашу вечарыну провести крыху неформально, не так, как мы это робили звычайно. Давайте просто, зараз, я пропоную усім, и тем, кто стоит, и тем, кто сел, пройти у той бок, взять по келиху шампанского ці коньяку и просто поговорить, послухать один другого и промовить некие тосты. Включаю я радиокропку, раніцей, песни граются. И такие песни, ну что просто не мог не записать слова, 2 песни. Песня первая была по-русски, и там такие слова. «Как прекрасна жизнь в мире любви, улыбнись всем на свете людям, как хорошо, пусть так всегда будет, и это счастьем назови». Потом идет вестка, белорусский шлях, Беларусь рыхтуется до выборов. И другая песня. «Я твоя папороть кветка, мы с тобой идем по палетку, гэты наш час, усё навокал дзеля нас». И я кажу этому расейцу, ведаете, что у нас у белорусов лічыцца, что калі ўбачыш бусла, это добрая прикмета, а калі ўбачыш буслайки ляціць, это значит вельмі добрая прикмета. И он подумал и сказал мне: а ты ведаешь, ты знаешь, какое у них мясо вкусное, сладкое. Я кажу, а что, вы их ели? Да, кажу, не раз. У нас в Огуле их уже в Новоколе всех съели. Так вот, я хочу сказать, что книжки Тицкого вот это вышли и для того, как наших буслов не съели. Далее. Бульбу жарим, бульбу варим, бульбу так себе, дамы, заткните в уши, бульбу так себе жарим. Знаете, это вот нас называют браты. Я скажу, что створайте мид. Глядите, бренд на продаж, мид який. Я думаю, что пройдя годов 20-30, створим мы свою митологию, напишем свою историю, с соседями треба будет разбираться. Недавно и шел по этим подземным переходам, по этим окружности этой, и вот там, где усталявана вот такой вянок пластмассовый, пластиковый, некий, с такой, с подсветлением, стоит громадка вучняў, и наставница, видать, им тлумачит, что я так припынился, натопырил в ухо, прислухался. Она кажет: дети, вот тут лежит сердце Беларуси. Я сидел с Калякиным, это правда, я сидел с Калякиным в одной камере. И в одном президиуме я вас бачив. У Калякина не было Томика Ленина с собой у камеры. Не было, разумеешь? А что, он спадчину читал? Покорюсь, утишивши натуру, сама себе змея сдирая скуру. Так нам, прости тесноту вины, содраться с курой пыхи, лохманы и помнить, не увойсти в небесный дом, отрученным смиротной гроху. Покуль тебе опорою земля, и низким будь, и мудрым будь, як змея. Это серьезно, это надолго. Ну, а раскрутить, скажи, что мы тебе раскрутим. Слава за то, как тебе хапило здоровья, хапило ожидания, хапило мудрости и надалей. И 3-й том, и 4-й, и 5-й. Ну, ты знаешь, 23 томи не треба. Ну, там уже не доживу. А тому 5. Дякую. Твоя новая справа. Дякую вам велике за все.